Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Вера Фазлиева. И сегодня мы покажем момент смертельной аварии в Аракчино. Как колдованное место. Всегда, как говорят, тут аварии. Всегда. «Лада» врезалась в грузовик. Расскажем о гибели 2 человек в аварии в Лаишевском районе и серьезных авариях с автомобилями такси в Казани. Раньше должен был уступить нам, но не смог он уступить. А также задержание подростков, за неделю забравших у обманутых пенсионеров 3 миллиона рублей. Полицейские выяснили, что задержанные причастны к 14 эпизодам преступной деятельности. Это и не только. Прямо сейчас. 1 человек погиб сегодня утром в результате аварии на улице 2-я, Старо-Аракчинская. Там столкнулись «Лада» 14 модели и грузовик «Исузу». За рулем «Лады» сидел 25-летний молодой человек. По предварительным данным, именно он виноват в этом происшествии. Как выяснили автоинспекторы, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу прямо перед грузовиком. Удар пришелся в правый бок легковушки, туда, где сидел пассажир. Чтобы достать людей из искореженного салона «Лады», спасателям пришлось разрезать автомобиль. Помочь пассажиру уже никто и был не в силах. Удар пришелся как раз в его сторону. Водителя с сочетанными травмами срочно госпитализировали. Авария, по данным автоинспекторов, произошла именно по его вине. Не учел погодные условия, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Исузу», двигающимся во встречном направлении. От полученных травм пассажир автомобиля ВАЗ-2114 скончался на месте происшествия. Проезжая часть в этом месте сужается, дорога делает поворот. Как предполагают автоинспекторы, водитель «Лады» на большой скорости потерял контроль над автомобилем, легковушку занесло, и она боком вылетела на встречную полосу прямо перед грузовиком. Местные жители говорят, что аварии здесь случаются регулярно. Как колдованное место. Всегда, как говорят, тут аварии. Всегда. Вот недавно, говорит, один овраг, вылетел, машина, говорит. Там тоже авария была, 2 машины, лоб стукнулись. Ну, там жертвых, мертвых не было. А тут вон что опять. Состояние 25-летнего водителя «Лады» врачи оценивают как тяжелое. Личность погибшего пассажира сейчас устанавливают. Никаких документов при себе у него не было. Алия Хайрудинова, Наиль Абдуллин, «Вызов 112». Еще одна смертельная авария произошла вечером в Лаишевском районе. На трассе Казань-Оренбург столкнулись «Тойота» и «Киа». По предварительным данным, внедорожник под управлением 31-летнего водителя выехал на встречную полосу, где в это время ехала корейская иномарка. За рулем был 80-летний пенсионер. В результате аварии 2 пассажиров «Киа» скончались на месте. Водители автомобиля не пострадали. На этой неделе автоинспекция проводит операцию «Встречная полоса». И именно выезду на нее с нарушением правил движения уделяется повышенное внимание. Только в Казани с начала января по конец октября из-за выезда на встречную полосу произошло 40 аварий, в которых пострадали 52 человека. За этот же период автоинспекторы выявили без малого 600 водителей, которые с нарушением выехали на встречную полосу. В Казани очередное отравление угарным газом. В одном из домов по улице Литвинова 13-летняя девочка отравилась газом, сообщает МЧС. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали в ДРКБ. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, когда девочка находилась в ванной, в доме потухла газовая колонка. По данному делу Следственный комитет республики начал проверку. Напомним, последний случай отравления угарным газом в Казани произошел 2 дня назад. Газом отравились 2 человека. Один из них грудной ребенок. Прокуратура проводит проверку. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы вечером 24 ноября. Прокуратура с привлечением профильных специалистов выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение требований безопасности при использовании и содержании газового оборудования. Вопрос о мерах прокурорского реагирования будет решаться по итогам надзорных мероприятий. Сегодня днем вспыхнул моторный отсек «Ауди», припаркованный у одного из домов на улице Декабристов в Казани. Огонь потушили быстро, салон автомобиля удалось спасти. Но капот и все, что под ним, огнем было уничтожено. По предварительной версии, огонь вспыхнул в результате замыкания электропроводки. Предположительно, это могло стать результатом некачественной установки охранной системы. 40-летняя женщина пострадала в результате столкновения Hyundai Solaris и Лифана на Советской площади в Казани. По предварительным данным, водитель такси, в котором она ехала, выехал на перекресток улиц Космонавтов и Ершова на красный свет. В это время Лифан двигался в сторону Сибирского тракта. Удар был сильный, оба автомобиля были уже не на ходу. За рулем обоих сидели граждане Туркменистана, которые, как выяснилось, находились в Казани без регистрации. А же он проехал.
Рассказать, почему не остановился перед перекрестком, 25-летний водитель Hyundai Solaris не захотел. Сослался на плохое самочувствие. Сейчас не могу повесить, я не знаю. Я сейчас в шоке. Плохо чувствую это сам. Водитель Лифана снял номера с автомобиля, чтобы никто не узнал, что машина была в аварии, и от каких-либо комментариев отказался. Но автоинспекторы установили, что он двигался по улице Ершова со стороны Сибирского тракта. На перекресток, по предварительным данным, он выехал на зеленый свет, и в это время справа дорогу ему перегородил Hyundai, проехавший на красный. Удар был сильный, передние части обоих автомобилей разбиты. Пассажирка Hyundai в момент столкновения сильно ударилась головой. Женщину с ушибами и подозрением на сотрясение головного мозга госпитализировали. Она рассказала, что ехала в такси, хотя водитель Hyundai отрицал, что занимался извозом. Лицензии на перевозки у него не было. В автомобиле было установлено газовое оборудование, но официально оно не оформлено. За рулем обоих автомобилей находились граждане Туркменистана, и оба, по предварительным данным, находились в Казани без регистрации. Ну, в этом месте я, если что, можете написать вот это. Рамиль Галиуллин, Константин Бушуев, вызов 112. Вскоре после этой аварии на перекрестке улиц Профсоюзная и Чернышевского столкнулись два автомобиля такси Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Оба двигались по Профсоюзной в сторону Кремля. Volkswagen двигался по левой полосе, Hyundai справа от него и неожиданно стал поворачивать налево, переградив дорогу Volkswagen. Hyundai Solaris должен был уступить нам, но не смог он уступить, посередине ехал, и мы не смогли туда и сюда переехать. Там потому что дорога была заблокирована с двух сторон. Там он посередине ехал, и все, мы в итоге врезались. Удар пришелся в заднюю часть Hyundai, после чего автомобиль правой стороной врезался в столб. В момент аварии в Hyundai были пассажиры, благо никто не пострадал. Volkswagen развернуло на 90 градусов. У него в момент столкновения вырвало колесо. На линию машины смогут вернуться только после капитального ремонта. 3 миллиона рублей за неделю в общей сложности отдали мошенникам 14 казанских пенсионеров. Все они хотели помочь своим родственникам, которые якобы попали в беду. Им звонил неизвестный мужчина, представлялся полицейским и говорил об аварии, которая произошла по вине их родных. Пожилые люди в это верили и для помощи пострадавшим и избавления от уголовного преследования отдавали все свои накопления. Как установили полицейские, причастные к обману были подростки, самому старшему из которых 17 лет. Момент задержания подозреваемых попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения. Их 6 человек, все подростки. Самому старшему 17 лет, младшему всего 15. К тому моменту они за неделю успели забрать у 14 пожилых людей 3 миллиона рублей. Полицейские выяснили, что задержанные причастны к 14 эпизодам преступной деятельности. Во всех случаях подозреваемые действовали в роли курьеров. Предложение о работе молодые люди нашли в одном из мессенджеров. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В их задачу входило забрать деньги у пенсионеров и перевести их на указанные счета, оставив себе процент от забранной суммы в качестве зарплаты. До этого пожилым людям звонили неизвестные, представлялись сотрудниками полиции и говорили, что их близкие попали в беду. Как правило, стали виновниками ДТП, в котором пострадали люди. И для помощи пострадавшим, и чтобы не возбуждать уголовное дело, нужна крупная сумма денег. Пенсионеры, чтобы помочь родным, отдавали все, что у них было. МВД по Республике Татарстан призывает граждан не помогать мошенникам, не переводить и не перечислять на банковские счета деньги. Действуя по указаниям аферистов, вы становитесь соучастником преступлений. При поступлении подобных заказов проявляйте активную гражданскую позицию, спросите у пенсионеров, для чего они передают вам денежные средства. В случае, если деньги предназначаются для родственника, попавшего в беду, попросите связаться с родным человеком и убедиться, что с ним все в порядке. Сейчас стражи порядка выясняют роль каждого из задержанных во всех эпизодах мошенничества. Уголовный кодекс за это предусматривает вплоть до 5 лет реального лишения свободы. Ответственность за это преступление наступает с 14-летнего возраста. Иван Сарафанов, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.